Итак, меня зовут Кульмаш Биисова. В сетевом маркетинге я уже 12 лет. И при этом Global Trend Company моя вторая компания. То есть, если я где-то нахожусь, это уже очень серьезно и это уже надолго. И с вашего позволения я иногда буду посматривать на свои записи. Первой своей компании я была почти 10 лет. Там была китайская продукция была хорошая, маркетинг-план был цикличный бинар. Работали мы по курсу евро, и там я дошла до середины карьерной лестницы. И когда было подорожание доллара, евро, резкий скачок, это я вот не помню, то ли 15-й, то ли 16-й год, уже стало сложно строить бизнес. Но я не уходила. Почему? Потому что у меня были очень хорошие отношения со своими спонсорами, знала руководителей компании, и я не хотела их расстраивать. Поэтому я долго ходила, терпела. И так наступил 2018 год. Здесь я уже стала делать анализы, стала думать уже, что мне делать дальше. И в один прекрасный день, это я помню, был апрель 2018 года, я решила уйти не только из компании, а в целом из сетевого маркетинга. Решила, что это не мое, потому что таких вот больших достижений у меня не было. Ну, деньги всегда были, всегда была при деньгах, но крупных приобретений у меня не было. Разве что были поездки в Москву. В Москву летали через каждые полгода. Была в Киеве. И была по бесплатной путевке за рубежом в Греции. Кстати, впервые в жизни, благодаря сетевого маркетинга, я выехала за рубеж. Это была шикарная поездка по солнечной Греции. И многие сидящих в эфире из якутской структуры были там. Как раз мы там более хорошо познакомились с Линочкой, с Наташей. К Нургуяне, я помню, сама подошла, когда мы собирались ехать за шубой. Вот. Теперь, когда я решила, что я уже ухожу из сетевого бизнеса, обратно на наемный труд мне не хотелось возвращаться. Мое последнее место работы, наемной работы на государство, да, это был Павлодарский государственный университет. И когда я вспоминала, что очень большое количество начальников, и рабочий день с 8 до 6 вечера, иногда оставались до 7, до 8, и всего был один выходной, и мне уже больше не хотелось возвращаться на наемный труд. Я искала что-то похожее. Таким образом, я оказалась... Олечка, привет! Привет! Таким образом, я оказалась в кооперативе. Кооператив Vesta Global. Я сначала стала пайщиком, затем стала сотрудничать. Система работы была похожей. Встречи, консультации, заключение договоров. И так вот я работала и зарабатывала. И потом где-то уже, это получается, я в апреле начинаю работу в кооперативе, и где-то к концу года, вот в ноябре-декабре, так получилось, что нужно было и ездить по семейным делам. И, соответственно, договоров у меня не стало. А зарплата в кооперативе была сдельной. Договор есть, зарплата есть. Договора нету, зарплаты нет. Итак, в ноябре, в декабре я сижу без зарплаты. Муж у меня есть, зарабатывает, но мы, сетевики, привыкли иметь свои деньги. Так же? И вот. А потом я тут уже думаю, так наш не пойдет, надо искать что-то такое, что-то другое. Но не знала, что это будет, но потихоньку стала искать. И этим самым я, видимо, слала сигнал во Вселенной, да? И в один прекрасный день мне звонит Гаухар. Спрашивает разрешение Кульмажина Баяна, можно мы к вам подойдем? Я сказала, можно, потому что я уже знала, что они мне будут что-то предлагать. Потому что сейчас люди просто так не звонят, да? Обязательно что-то кто-то предлагает. Они подошли вместе с комбат, рассказали мне о продукции подробно, рассказали и хорошо нарисовали маркетинг-план. Иннокентий, привет. Нарисовали маркетинг-план, я слушала с умным видом, да, но, если честно,
я ничего с первого раза не поняла, потому что там были PV, проценты. А в прошлом моем проекте был цикличный бинар, и когда мы проходили обучение, нам говорили, что где проценты, баллы, PV не совсем хорошо. И у меня было к этим PV-шкам, процентам немножко негативное отношение. Но они мне рассказали одну историю парня по имени Талгат. А с Талгатом я была немножко знакома. Он как-то забегал в мой офис, послушал мой маркетинг-план, рассказал, слава богу, что подошли, конечно, да. Он рассказал свой маркетинг-план, я рассказала свой маркетинг-план. И он говорил, что какие-то бутылечки берет по одной цене, продает по другой цене. И вдруг я узнаю, что этот парень за какой-то короткий срок, то ли за 6 месяцев, то ли за 8 месяцев, покупает 2 квартиры. Одну в Астане, а другую в Алматы. Я была очень удивлена. И благо, что я знакома с его мамой. И знаю очень порядочного человека. У нас кабинеты находились рядом, когда я была в прошлом проекте. Я вечером прихожу домой, набираю Шолпан Ханым и спрашиваю: Шолпан Айтоловна, скажите, я вот сегодня об Талгате узнала, что он купил 2 квартиры. Это правда или нет? Она говорит: да, это правда. И вот, теперь узнала, что это правда. Теперь же нужны деньги. Вот сейчас, когда я слушаю своих коллег, их истории, кто-то рассказывает, что не было денег для того, чтобы вступить в компанию, да, заключить контракт. Так и у меня не было денег. И благо, что у меня есть мама пенсионер, а у пенсионеров всегда есть какая-то заначка. Я заняла у нее на клиентский пакет, и здесь, знаете, вот хочу сказать, что вот опять же, когда слушала многих коллег, многие говорят: мы искали сильных спонсоров. А я сильных спонсоров искать не стала, потому что девочки, которые предлагали мне бизнес Global Trend, в прошлом проекте, они были у меня, в моей структуре. Это, во-первых. Во-вторых, на самом деле, вот бизнес Global Trend мне предлагали, начиная с марта месяца 2018 года, но предлагали неправильно. Кто-то отправлял тупо картинки, описание каких-то бальзамов по WhatsApp. Я открывала и закрывала. Я читала. В конце концов, эти картинки 2 бальзамов, вот этих вот бальзамов, они стали меня раздражать. Я думала: Господи, Боже мой, что они вот эти вот 2 бальзама могут сделать? Но я, оказывается, ошиблась. Вот поэтому я сейчас своим говорю: прежде чем кому-то отправлять какую-то информацию, сначала нужно выявить потребность, то есть немножко пообщаться по телефону, или же при встрече что-то вот рассказать, да, и только потом, если человеку нужна информация про бизнес, отправляйте про бизнес. Если человеку нужна информация про здоровье, то отправляйте про здоровье. Я тоже очень рада общаться с вами. Правда, я вас не вижу, это немножко не то. Привыкли же общаться как живую, со сцены и так далее. И вот, теперь здесь. Ага. Потом были люди, которые мне предлагали бизнес. И, допустим, они вот в апреле находятся в одном бизнесе, в мае уже в другом бизнесе, да, и в июле уже предлагают Global Trend. Я, соответственно, таким людям не доверяю, которые бегают из компании в компанию. Я не знаю, я делаю это правильно или нет, но я считаю, что делаю правильно. Почему? Потому что когда человек бегает из компании в компанию, это уже несерьезно. И я за такими людьми тоже не пошла. Так я заключила контракт на клиентский пакет. Спонсором выбрала Гаухар Бакенову и стала приглашать людей. И, знаете, я иногда расстраивалась. Почему? Потому что многие из моих знакомых, и в том числе с моей структуры, с бывшей компании,
уже были Global Trend. Я думала, боже, кого я теперь буду звать? Но я не останавливалась, предлагала всем бывшим коллегам по бывшему бизнесу. Да? И в середине февраля, это было, помню, 15 февраля 2019 года, мое предложение принимает сильный лидер с большой буквы, человека, которого я очень уважаю, которого очень ценю. Она очень такой вот опытный человек в сетевом бизнесе. В прошлом проекте нужно было, допустим, чтобы стать бриллиантом, нужно было закрыть 60 циклов, а она закрывает 56 циклов. И вдруг этот человек принимает мое предложение. И это была руководитель огромной международной структуры, якутской структуры Наталья Андреевна Слепцова. Моему счастью тогда не было предела. И потом она уже стала подключать свою команду, приглашает Кононову, Нургуяну, вдвоем рассматривают маркетинг-план. Я даже ради Кульмаш буду работать бизнеса. Спасибо, Линочка, за доверие. Да, в нашем бизнесе действительно люди приходят на доверие, на людей. Вот, приглашают, Наталья Андреевна собирает уже свою команду. Вдвоем с Нургуяной они убеждают Александру. И таким образом, да, с этой великолепной тройки начинается наш бизнес в Якутии, на священной земле Саха-Сире. Вот с этого списка начался наш бизнес. Стали подключаться сильные сетевики Якутии. Здесь в списке есть, сейчас я вам прочту, кто у нас есть. Габашева Людмила, Бурцева Матрена, Старостина Анна. Весь список я читать не буду. Явловская Матрена, Волкова Лидия, Местников Сергей. И этот список – это наша история. Когда стану даймонд-директором, я поставлю, наверное, уже золотую рамочку. И с этого списка начался наш бизнес. Люди стали подключаться. Кстати, подключались и семейные пары. Это Иннокентий Кононов, да, он поддержал свою супругу Нургуяну Кононову. Николай Заровняев тоже поддержал свою супругу Александру Заровняеву. И люди стали подключаться, продукции не было. Девочки где-то там в Якутии раздобыли 2 коробки. Пустые коробки, там даже бальзамов не было. Но начинали уже строить структуру и зарабатывать. И когда стали люди подключаться, стал вопрос об открытии офиса. Нужен был склад, нужна была продукция для дальнейшего продвижения нашего бизнеса, да? И общими усилиями за 10 дней мы открыли офис. Хотя это время нам казалось, что длится вечно, как будто это шло так долго. Мы переговаривали с вышестоящими спонсорами день-ночно, не давали покоя. Мне звонили Саша, Гуян, Наталья Андреевна. Я, в свою очередь, беспокоила своих спонсоров. И здесь я хочу выразить огромную благодарность нашим вышестоящим спонсорам. Это Наталья Алексеевна Коршунова, город Экибастуз, серебряный директор нашей компании. Огромная вам благодарность, Наталья Алексеевна, за то, что вы нас поддержали, стали гарантом для того, чтобы открыть наш офис. И спасибо вам большое за первые онлайн-школы, которые вы давали моей якутской структуре, потому что в то время я сама толком ничего не знала, потому что с основной работы я не уходила. Я работала, я совмещала. И тут я хочу вспомнить одну историю, это вообще смешно, да, вот этот знак. У меня Саша спрашивает, если не ошибаюсь, Саша спросила, Кульмаш Анабаевна, она говорит, что-то, Кульмаш Ханум, что означает вот этот знак? Я говорю, не знаю, наверное,
вот так вот держат бальзамы. Это было смешно, но сейчас, конечно, смешно. И, наверное, это было не так важно, раз я не спрашивала у своих вышестоящих спонсоров. И что за знак, мы об этом узнали в Алматы, когда были на лете компании. Также я хочу поблагодарить своего вышестоящего наставника Бахыт Ханум. Глафира смеется, да, это было так, действительно. Бахыт Ханум, город Караганда, золотой директор нашей компании. Бахыт Ханум, спасибо вам за помощь в открытии офиса, за ваше обучение, за вашу поездку в Якутию совместно с Талгатом Мырза, для того, чтобы обучить нашу структуру. Спасибо вам большое. Также я хочу выразить огромную благодарность своему земляку, вышестоящему наставнику Марату Жакину. Я его доставала больше всех. Я его утром будила, и ночью тоже спать не давала. Почему? Потому что нам было важно быстро открыть офис. Талгат Мырза, спасибо вам большое. Также Талгату Сиитову хочу выразить огромную благодарность, на чью историю я пришла в бизнес Global Trend. Спасибо вам, Талгат Мырза, за те помощи, которые вы нам оказываете. Спасибо вам за вашу поддержку. Лидеров в нашей компании, конечно, очень много бриллиантов, но я очень горжусь тем, что оказалась именно в структуре Талгата Мырза. Теперь хочется также выразить огромную благодарность исполнительному директору нашей компании Мадияру Мырза, Мадияру Залимовичу Сайфуллину. Он нам очень сильно помог. Также хочу сказать спасибо работникам нашей компании, это Табыс Мырза, Нурлыхан Мырза, которые стараются своевременно отправлять продукцию в нашу солнечную Якутию. И знаете, я очень была рада. Мы уже здесь, получается, решили открыть офис, и теперь надо было кому-то брать ответственность за содержание офиса, за доставку продукции. И я была очень рада, когда такую ответственность на себя взяла человек очень надежный, ответственный, исполнительный, мудрый, наша дорогая Александра Заровняева. И сейчас, когда смотрю назад, я думаю, вряд ли кто справился с такой работой. Она эту такую трудную работу делала и продолжает делать, да? Я, честно скажу, не знаю, сколько весит одна коробка. Но представляю, думаю, что она, наверное, коробка очень тяжелая. И такие тяжелые коробки таскали две наши хрупкие девушки, Нургояна, Александра. Они летали за продукцией в Москву, чтобы обеспечить быструю доставку, да? И где-то коробок 10 привозили на себе, остальное отправляли по почте. И потом позже уже подключился помогать Николай Заровняев, супруг нашей Александры. Сначала они летали в Москву, затем в Новосибирск. И, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность золотому директору нашей компании, региональному директору Саха Якутия Александре Заровняевой. Сашенька, спасибо тебе большое, я тебя очень люблю, как свою дочь. Также спасибо большое Николаю за то, что вы поддерживаете Александру. Спасибо вам большое. Сейчас я хочу озвучить цифры. Сейчас вот в нашей якутской структуре уже более 16 тысяч человек. А прошло где-то год с небольшим, да, вот год с небольшим. Да, если вот в марте мы уже заключили первый контракт, сейчас у нас июнь, да, да, год с небольшим. Более 16 тысяч человек, менеджеров 2300, бронзовых директоров 221. Я эти цифры, знаете, озвучиваю с такой гордостью. Серебряных директоров 26, золотых директоров 3 и на подходе уже Diamond. Я надеюсь, что на днях наша
Баяна станет даймонд-директором. И у многих из нас именно якутской структуры есть свои достижения. Кто-то купил участок по строительству дома, да, и начал стройку. Кто-то уже достраивает дом. Вот Фатима Степанова, Фатима Махным, золотой директор нашей компании, она рассказывала, что строит дом благодаря вознаграждениям, наработанные в нашей компании. Я этому очень рада. Многие из вас приобрели автомобили. Вот недавно вот мы рекламировали, да? Многие погасили свои кредиты, в том числе и я погасила свои кредиты. Знаете, я вот позавчера так сижу, думаю, да, надо же, у меня нет кредитов. Я так сама этому удивилась, что нет кредитов. И слава Богу, что нет кредитов, понимаете? И мы смело можем заходить в дорогие торговые дома. Многие из нас уже купили себе норковые шубы, да? Телефоны, айфоны всевозможные. И уже многие из нашей структуры побывали за рубежом по бесплатной путевке от нашей компании. Я этому очень рада. И многие собираемся выезжать. И в этот раз я выеду с вами вместе. Линочка тоже выедет. Ага, тут мне звонят. Ладно, не будем обращать внимания. Теперь... Знаете, когда нет кредитов, когда есть свободные деньги, мы дышим спокойно, спим спокойно, да? Мне сейчас полных 58 лет. Сетевой бизнес, так, я здесь отклоню. Мне сейчас полных 58 лет. По идее, я должна быть на пенсии, но в Казахстане у нас пенсионный возраст продлили. Я выйду на пенсию в 60 лет, но, знаете, я эту пенсию не жду. Я считаю себя молодой, энергичной, красивой бабушкой. А мои вот некоторые ровесники, они ждут эту пенсию. Знаете, я очень рада, что я однажды решила быть в сетевом маркетинге. Сетевой маркетинг меняет нашу жизнь. Первым делом меняет наше мышление, потом меняется жизнь. Меняемся мы сами, да? Если вот взять меня до сетевого бизнеса и после сетевого, то это две разные люди. До сетевого я была совсем другая, я была стеснительной, я была молчаливой, я не знала русского языка практически, да? И из-за того, что я не знала русский язык, я как-то говорила тоже немного, недолго. И я очень рада, что мы все сейчас в сетевом маркетинге и в суперкомпании, где реально сбываются наши мечты. И здесь я хочу выразить благодарность учредителям нашей компании. Вот я их покажу. Мадине Салим, видно, да? И Айман Нурмбетовой. Я их называю казахтың батар кыздары, то есть отважные, смелые дочери казахского народа, которые создали такую прекрасную компанию, где реально сбываются мечты. И недавно был брифинг, да, и на брифинге мы узнали, что наша компания скоро создадут антикризисную программу. И я очень рада, что наши руководители, наши учредители, такие молодые, продвинутые, они каждый раз для нас создают какие-то условия, что-то придумывают, да? И знаете, когда я была на лете компании, то многие сетевики говорили, что наша компания, наш Global Trend является революционным центром для сетевиков, реанимация. То есть те люди, как выходили на сцену бриллианты и говорили свои истории, да, если они в тех компаниях не могли добиться успеха за 10-15 лет, то в нашей компании они этого добивались в течение года. Кто-то за несколько месяцев, кто-то в течение года, да. И очень меня радует, что наши учредители очень надежные. И за ними не страшно идти, с ними не страшно идти в одно направление.
И чтобы шел хорошо бизнес, нужен хороший инструмент, да? И здесь я хочу поблагодарить наших ученых Советского Союза, наших производителей за такую уникальную продукцию. И знаете, сейчас хочу сказать, что сейчас очень много открывается компаний, да, очень много. Каждый день кто-то открывается, и кто-то из них копирует наш маркетинг-план. Ну да, открыть можно, но продвигать и развивать компанию – это непросто. И когда мы были в Москве на официальном открытии российского рынка, то узнали, что за последние 20 лет не было такого роста сетевой компании ни на рынке России, ни на рынке СНГ. То есть наша компания занимает лидирующую позицию. Я этому очень рада, я этим очень горжусь. И поэтому я вам хочу сказать, что бегать из компании в компанию не нужно. Вы уже находитесь в хорошей компании. От того, что люди бегают из компании в компанию в надежде быстро разбогатеть, быстро снять сливки, да, ничего не получится. Когда люди бегают из компании в компанию, они теряют деньги, теряют свое время, теряют свой авторитет и теряют свою структуру. Поэтому не нужно делать этого. И когда вот мы весной, в начале карантина, проходили онлайн-обучение Давайла Мырза, да, который нам организовали наши учредители в начале карантина еще, то он сказал, что если осла отправить в Мекку, то он лошадью не станет. То есть от того, что мы бегаем из компании в компанию, ничего не получится. Лучше находиться, мы уже находимся в хорошей компании, и здесь строить структуру. А также сейчас открываются инвестиции, да, наших вот многих приглашают инвестиционные компании, и меня приглашают в том числе. Но мы знаем, что за компания. Инвестировать, конечно, можно. Вот, обычно инвестируют богатые люди. Вот, например, наш вышестоящий спонсор Талгат Мырза. У него сейчас есть свободные деньги, и он покупает недвижимость. Недвижимость в Казахстане, недвижимость за рубежом. Таким образом, он инвестирует в недвижимость. А также инвестирует в строительство. Это можно, и это нужно делать. И нужно инвестировать, если у вас есть свободные деньги, лишние деньги, если вы уже состоятельные. А когда человек берет кредит и идет в инвестиционную компанию, я этого вообще не понимаю. Мы вот прекрасно знаем, да, плачевный конец таких проектов. Поэтому, дорогие партнеры, мы уже все находимся на хорошей компании. И здесь давайте дружно будем строить структуру. Да? Я понимаю, сейчас нелегкое время. В принципе, всегда так было. Живя на одну зарплату, невозможно ни о чем мечтать. И когда вот я была в Якутии, то поняла, что мы очень похожи. Я долго рассказывала? А может быть, я увлеклась? Я смотрю на время, еще время есть, да. Здесь со мной сидит группа поддержки Гаухар Ханым, я у нее спрашиваю. Вот зимой, когда я в ноябре я приезжала к вам. Вот, и я поняла, что мы с вами очень похожи. Похожи внешностью, похожи наши языки, похожи наши традиции, похож наш менталитет. Также похожа наша погода. Я живу в Северном Казахстане, город Павлодар, он находится в Северном Казахстане. У нас тоже бывают морозы, то есть у нас все с вами похоже. И здесь, знаете, вот хочу сказать, вот у нас в Казахстане, да, многие считают, что в Якутии большая зарплата, большая пенсия, поэтому там очень хорошо идет бизнес. Ага. А вы, наверное, считаете, что у нас хорошо, да? На самом деле у нас с вами все одинаково. Пенсии такие же маленькие, зарплата такая же маленькая. Но у нас у всех, кто пришел в сетевой маркетинг, есть мечта, и мы строим свой бизнес, чтобы изменить нашу с вами жизнь. И теперь, знаете,
Дальше, да, везде хорошо, где нас нет. То есть в Якутии думают, что в Казахстане хорошо, а в Казахстане думают, что в Якутии хорошо. Это так мы вот считаем. А теперь нужно делать так, чтобы было хорошо везде, где мы есть. С помощью нашей компании, с помощью наших нанобальзамов, да? То есть надо пользоваться той возможностью, которая дает нам Вселенная, Всевышний. Надо брать то, что они нам дают. И теперь, вот многие, когда я слышу, что бальзамы стоят очень дорого, я этому очень удивляюсь. Почему? Потому что в предыдущем моем бизнесе, когда я заключил контракт, это был 2008 год, да? 8 год, это 12 лет назад. Мы заключали договор, контракт на 300 евро, а здесь 8 тысяч рублей и 49 тысяч – это всего лишь 100 долларов. И если вот так вот, сейчас же идет у нас карантин, люди толпами стоят в очередях в аптеках, и они оставляют немалую сумму. И при этом эти лекарства не дают никаких гарантий. Наша медицина в целом, фармацевтика, да, не дает никаких гарантий, что человека это спасет. А с помощью наших бальзамов, вот этих вот 2 бальзамов, можно избавиться от множества проблем. Во-первых, мы избавляемся от проблем по здоровью, да, а во-вторых, мы зарабатываем. И здесь вот хочется опять же вспомнить слова Давлатова Мырза, да, которые он говорил во время обучения. То, что дается Всевышним бесплатно, бесплатно это здоровье, да, бесплатно дается нам время. Человек, к сожалению, не ценит. Мы свое здоровье начинаем ценить тогда, когда ее теряем. А не проще ли вложить свое здоровье 8 тысяч рублей, да, или же, если есть большие проблемы, тогда 35 200, и избавиться от тех проблем, которые есть у нас. Так. Я говорила, да, что в сетевом бизнесе я 12 лет, в прошлой компании я была 10 лет, и, соответственно, я принимала, в течение вот этих лет все время принимала продукцию, оздоровительную продукцию, но при этом от аллергии, которой страдаю более 20 лет, я не смогла избавиться. И в течение вот этих вот 20 лет я, знаете, вначале еще не получала, вначале помогали таблетки, потом я перешла на уколы. Дипроспан, медики знают. Я его получала для блокады, чтобы не мучиться во время аллергии. Сначала действовал, помогал 1 укол, потом 2 укола, потом 3. Но эти уколы, этот препарат, он гормональный препарат, он нарушает печень. Вот эти вот пятна у меня из-за того, что вот у меня вот была аллергия, да, и печень нарушена. Потом разрушает костную систему. И знаете, вот впервые за 20 лет в прошлом летом 2019 я не поставила себе этот укол, этот дипроспан. Была небольшая реакция, но я не мучилась, как раньше. А в этом году теперь вот жду, когда зацветет полынь, тогда проверю себя уже окончательно. Также я в течение многих лет страдала гайморитом. Что-то вот привычка свой нос. Страдала гайморитом. Это было обычно вот в феврале, в марте я начинаю заболевать, потом теряю обоняние, запахи не слышу. И вот как только начала пользоваться бальзамами, принимать бальзамы, да, я от этой проблемы избавилась. Я пила бальзамы, потом, когда вот подключила контракт, вот как вот у меня, я избавилась от гайморита, да, я начала пить концентрат, и где-то через дня 3 у меня повысилась температура, 3 дня держалась температура, но я вот аптечные препараты не стала принимать, и на 3-й день, когда я увеличила дозу, как получилось, вот позвонила моя коллега, спросила мое состояние, я говорю, что-то, говорю, я пью, но никак не могу избавиться от температуры, да,
Здесь она говорит, я слышала, надо либо уменьшать дозу, либо увеличить. Я думаю, была не была, и на бокал воды сделала один прыск, но я вам это не рекомендую. Но я этот эксперимент для собой сделала, выпила этот концентрат, легла спать, пропотела, и на утро я проснулась здоровой. Так, потом у меня были постоянные боли в голове, постоянные, практически постоянные, да, и даже, знаете, как-то вот помню, сын пришел с детьми, со своей семьей к нам, они живут отдельно, ну, сейчас вообще в другом городе, да, и я, наверное, опять же сказала про свою головную боль, и мне сын говорит, мама, может нам не приходить, потому что как мы не придем, у вас головная боль. Я тогда задумалась, мне стало немножко стыдно. Вот сейчас этих головных болей у меня нету. И потом постоянно был шум в голове. Это как будто летишь в самолете, все время в голове шумит, да? Сейчас я от этого избавилась. То есть я, хотя пришла на бизнес, но походу избавилась от своих проблем. И знаете, вот сейчас, я вот недавно слушала прямой эфир, немножко прослушала, да, наши коллеги. И мне понравилось, вот ее слова, я хочу ее повторить. Сейчас пришло время осознанного человечества, который берет ответственность на себя за свое здоровье. Мы раньше говорили, да, ради красивого словца, наше здоровье в наших руках. Теперь действительно наше здоровье в наших руках. Поэтому берегите себя, принимайте наши бальзамы, стройте бизнес. Продукция у нас хорошая, суперпродукция. Если когда вот мне предлагали бальзамы, только бальзам отправляли, да, эти рисунки меня раздражали. Я тогда думала, продукция казахстанская, и всего лишь 2 бальзама, боже, что они могут сделать, да? А сейчас я с уверенностью хочу сказать, что бальзамы, они творят чудеса. У нас многие называют его чудо-бальзамами. За этот короткий срок, небольшой срок, да, 2,5 года, 2,5 же где-то у нас уже, много людей получили результаты. Результатов очень много. Я, знаете, в основном предлагаю бизнес. Я нано-бальзамы никому, редко когда предлагаю. Когда вижу, что человеку совсем плохо, тогда я еще могу предложить продукт. Я в основном предлагаю бизнес. И сейчас я думаю, если бы я тогда предложила Наталья Андреевна нано-бальзамы, да, продукцию, вряд ли она пришла. Но так как я ей предложила бизнес, она оказалась наша компания. Да? Вот. Теперь, знаете, вот раньше наша молодость была стабильность. Мы знали, что поженимся, потом государство нам даст малосемейное общежитие, потом квартиру однокомнатную, появляется ребенок двухкомнатную, потом трехкомнатную и так далее. А сейчас ничего этого нету. Сейчас молодежь должны сами все это зарабатывать. И работая на наемном труде, то есть на кого-то, вряд ли молодежь сможет заработать деньги на квартиру, да? Здесь опять же хочу привести пример нашего настоящего спонсора Талгата Мырза. Он женился в 38 лет. И женился только тогда, когда пришел в нашу компанию и заработал на квартиру и на свадьбу. Поэтому я призываю молодежь подключаться в наш бизнес. И я очень горжусь, что в моей структуре есть молодежь. И здесь я хочу рассказать, да, о своем племяннике. Он после окончания университета работал в банке 4 года. При этом достижения какие это? В банке можно, от силы можно стать начальником отдела, да? Уже не поднимешься. И зарплата может составлять, я так слышала, что от силы 300 тысяч тенге. Но на 300 тысяч тенге купить квартиру это очень сложно. Вот. А Фархат пришел в сетевой маркетинг осознанно.
Первое время ему было тяжело, где-то месяца 4, ему было очень сложно, я это видела. Но он молодец, он выдержал. Сейчас у него строится очень шикарная структура. В его команде есть такие парни, Алибек, вот Нурсултан, я вижу, он здесь сидит. Молодцы, они все втроем, это такая Фархат и его команда, они дружно строят структуру. У Фархата сейчас развивается структура в России, а в Казахстане у него чисто молодежь. Также, я знаю, в Якутии есть молодежь, это Настя Макарова, Юлия Алексеева. Я очень рада, что в Якутии тоже молодежь подключается в наш бизнес. Это нужно. Почему? Потому что, я еще раз повторю, что работая на государство, невозможно достичь всего того, что вам нужно. Вам нужна недвижимость, вам нужно сделать свадьбу, вам нужны автомобили, вам нужно айфоны. И нужно красиво жить. И эту красивую жизнь можно добиться благодаря нашей компании. Потому что лучше нашей компании нету. Да, Фархат, он супер наставник, Нурсултан. Что там я? В нашей компании вот есть такие термины. Это личники, это глубина. Но я сама лично эти слова не использую. Для меня есть моя структура, независимо на какой глубине они находятся. Я люблю всех. Я отношусь ко всем одинаково. Я никого не делю. Я люблю всех вас. Я ценю каждого из вас. И хочу сказать, что я очень горжусь вами, моя дорогая якутская структура. Горжусь вами. Почему? Потому что, несмотря на все трудности, которые сейчас есть у вас, да, продукцию вы получаете не сразу, продукция приходит поздно, да, получается, где-то вам иногда приходится в течение месяца ждать продукцию. Но, несмотря на это, вы активно строите структуру. И знаете, когда в Москве наша якутская структура заняла первое место среди всех структур России, я была очень горда. Тогда, я помню, у меня слезы пошли, я не могла остановиться. Вы большие молодцы, я горжусь вами, очень горжусь. И я, знаете, вам желаю, я очень хочу, чтобы вы заняли первое место, когда мы будем отмечать 3-летие нашей компании в Алматы. Я этого очень хочу, и я думаю, что вы этого сделаете. Я в этом уверена. Да. Теперь многие спрашивают, когда будет продукция, когда будет уже своевременная доставка продукции, да? Ну, здесь над этим вопросом Александра, она всегда работает совместно с нашими спонсорами, да, с Талгат Мырза, они стараются решать эти вопросы. Поэтому немножко терпения. У нас в Казахстане вот первое время тоже были сложности, но сейчас уже хорошо, все получаем вовремя, также скоро и у вас будет хорошо. Немножко терпения, все будет хорошо. Мы же все знаем, что наша компания, она самая лучшая, самая хорошая. Вот, например, вот все познается в сравнении, да? В прошлом своем проекте мне понадобилось 7 лет, чтобы заслужить бесплатный отдых за счет компании. А здесь, в компании, да, я это сделала за 1 год. И наша компания через каждые полгода дает такую возможность. И уже более 1000 человек воспользовались такой возможностью. И дальше будем пользоваться. И в будущем, сейчас вот разрабатывается тоже программа, да? Мы слышали, что в Алматы купили землю, то есть, начиная со статуса «Золотой директор», у нас будет возможность приобрести недвижимость в рассрочку без процентов. Компания разрабатывает и такую программу.
И здесь я хочу сказать, что за время карантина мы прошли очень много школ, хороших школ. И за это я хочу поблагодарить вот наших, опять же, наших учредителей за организацию таких школ, наших бриллиантов, наших лидеров нашей компании за такие школы. Школы, они были очень нужны, и по этим школам мы узнали, как нужно выбирать компании, по каким критериям нужно выбирать компании, да? И теперь вот эти школы, эти полученные знания нужно применить на практике и достигать все высокие статусы нашей компании. Я всем вам желаю, чтобы вы достигли все высокие статусы нашей компании, которые есть у нас. И я уверена, что вы их достигнете. Я всем желаю красивой жизни, чтобы у всех были свободные деньги. Вот в моем возрасте мы желаем, чтобы у нас была спокойная старость, хорошая старость, обеспеченная старость, чтобы мы не зависели от детей, чтобы наоборот помогать своим детям, потому что нашим детям сейчас очень сложно, да? Зарплата маленькая, вот поэтому мы здесь ходим для этого. Я лично вот хожу для того, чтобы помогать своим детям и самой при этом что-то увидеть, мир увидеть. Вот, и здесь сейчас у нас осталось мало времени, и со мной рядом сидит мой вышестоящий спонсор, человек, который показал мне путь, прекрасную жизнь, который пригласил меня в такую шикарную компанию, Гаухар Бакенова. Я хочу, с вашего позволения, предоставить ей слово. Эфир, конечно, я сохраню, Люда. Линочка, спасибо большое, что вы меня любите. Я вас тоже сильно-сильно люблю. Я очень сильно люблю вас. Так, Гаухар Ханум, скажите что-нибудь, и потом нам нужно сохранить. Присядьте. Еще раз приветствую всех, кто подключился. Сегодня бьют Кульмаш Ханым. От всей души поздравляю. Я очень-очень рада, что в моей структуре Кульмаш Ханым в прошлом проекте, она была у меня спонсором. И я до сих пор ее считаю как свой спонсор. Всякий раз говорю, все, что бы ни решалось, у нас все решается вместе. И сейчас вот в такое, знаете, тяжелое время, я бы хотела сказать, сейчас вот везде карантины, это наша миссия, говорить каждому, что у нас есть такие бальзамы. Это, знаете, мы несем такую ответственность за людей. И действительно, те люди, которые принимают наши бальзамы, они меньше болеют. Я вот на себе, я проболела всего полтора дня грипповала, и все. И мы, пропивая бальзамы, пропивая концентрат, мы уже не болеем. А те, кто не пьет концентрат, они попадают в больницу. Поэтому сегодня, после прямого эфира, я вам желаю, чтобы вы не сомневались в нашей продукции. Мы тоже сомневались в казахстанской продукции и так далее, да? В нашей казахстанской продукции, чтобы не сомневались, предлагали всем, предлагали бизнес. Якутскую структуру я многих знаю. Мы встречались и в Алматы, мы встречались в Павлодаре. Молодцы, девчонки. Я без ума от вас. Я без ума от Натальи Ханым. Желаю всем вам достичь статуса Diamond Director. Global Director. Ой, Global Director, да, самый у нас самый статус Global Director. И в апреле месяце, если у нас все стабилизируется, если у нас будет все нормально, в апреле месяце 2021 года мы с вами встретимся в Алматы на 3-летие нашей компании. Компания наша совсем молодая, это же только ребеночек, 3 годика. Нам еще расти. Представьте, что нас ждет в будущем. Мы действительно Global Trend, это бренд. Мы тоже, вот я всегда сравниваю, мы говорю, будем как Mary Kay, мы будем как Oriflame. У нас это уже бренд. Его не остановить. Поэтому всем, кто работает в нашей компании, желаю достичь всех высот, которые дает нам наша компания. Наша компания дает огромные возможности. Спасибо, Кульмаш Ханым, за ваш эфир. Пусть таких эфиров будет все больше и больше. Да, всех вас я думаю, первый дебют у нас состоялся, теперь будем встречаться чаще.
больше. Спасибо всем за внимание. Всем желаю успехов, большого количества контрактов, больших чеков, чтобы ваши чеки росли. И хорошо, что у нас они еженедельные, как мы любим нашу компанию. Да? Благодаря нашей компании мы даже не ощущаем особо карантин. Многие бизнесмены, да, вот торговые дома, многие закрытые, многие они вот понесли убыток. А сетевой бизнес, он чем хорош? Здесь нет никакого риска, мы не рискуем ничем, мы наоборот, с одной стороны поправляем свое здоровье, а с другой стороны зарабатываем деньги. Итак, я, наверное, уже завершу, мне надо еще сохранить. Всем до свидания, до следующего эфира, я вас всех люблю. Ценю, уважаю. Олечка, привет, привет. Олечка, спасибо тебе за то, что ты со мной. Здесь я говорю Ольга, это Ольга Синицкая, сильный лидер моей структуры. Говорят, что вот подобное притягивает подобное, да? Я не знаю, я сильная или нет, это пусть оценят люди. Но в моей структуре, в основном в мою структуру приходят сильные люди, сильные, чем я, умнее, чем я, мудрее, чем я. Я этим очень горжусь. Я люблю всех вас, я ценю каждого из вас. Всем успехов и до свидания. Так, завершить видео.